Целый день у крыльца медиафорума «Свободный микрофон». Такое объявление распространил личный канал Алмазбека Атамбаева «Апрель». Самой главной темой должна была стать ситуация в стране и политические заключенные. Акция началась в 10 утра, но «Свободный микрофон» не оправдал ожидания. Конечно, в первую очередь выступили те, кто осуждает нынешнюю власть и защищает экс-президента и его приближенных людей. Ну, раз дело такое пошло, мне нравится выступление Карамушкина. Я полностью ее поддерживаю, что у нас в свое время, когда вместе работали с Атамбаевым, что они не могут говорить ему в лицо, нет вот этой критики, по-настоящему критики нет. Говоря о политических заключенных, выразить свою мысль в акции «Свободного микрофона» принял участие Бекболот Талгарбеков. По его словам, во время правления Атамбаева он стал настоящим политическим заключенным. Из-за критики в адрес Атамбаева он лишился свободы на 3 года. Сейчас же политических заключенных нет. На сегодняшний день бывших чиновников задержали по статьям «Коррупция» и завели уголовное дело по реальным фактам, отметил Бекболот Талгарбеков. Атамбаевты сындап коебуз деп 3 жыл Атамбаевтың зынданына отырып келдик. 3 года назад мы подвергли критике Атамбаева и за это 3 года отсидели. Есть пословица: «Не рой яму другому, сам в нее не попадешь». Сейчас нельзя сказать, что нынешние задержанные политические заключенные, потому что они ни разу не говорили критику в адрес властей. Их задержали по фактам коррупции. Они обвиняются в коррупционных преступлениях, а мы просто высказывали критику. Ни в каких коррупционных делах не были замешаны. С этим мнением согласился Мамбет Джунусабылов. Как он отметил, в настоящее время имя Алмазбека Атамбаева упоминается во многих резонансных делах. Среди них есть коррупционные схемы в модернизации столичной ТЭЦ и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Сейчас, есть ли политические гонения или нет, что можно называть политическим гонением? Если человек выражает свое мнение и по этой причине начинает подвергаться давлению со стороны государственных структур, это можно назвать политическим гонением. Сейчас на Атамбаева нет никакого политического гонения. Здесь речь идет о преступлениях, в которых упоминается имя Атамбаева. Вот одно из них – это дело по незаконному освобождению Азиза Батукаева. Все знаете, что сделал это криминальный авторитет. А недавно Шамиль Атаханов дал показания, что поручение лично давал Атамбаев. Доверенные лица экс-президента также принимали участие в коррупционных схемах. Об этом в ходе акции рассказали герои апрельской революции. Председатель общественного объединения Айгуль Тазако Мусупи Шеримбаев отметил, что революция 2010 года не достигла своих целей, а сейчас не нужно делить народ. По его словам, для страны в первую очередь важна стабильность. Отметим, Мусупи Шеримбаев 7 апреля дважды получил огнестрельное ранение. 9 жыл өтті. 9 жылдан бері революция өзінің мақсатына жеткен жоқ та. Өзіңіздер көріп атасыңдар. Мы получили ранение 7 апреля, прошло 9 лет. Революция не достигла своей цели. Сами видите, коррупция процветала. Атамбаев говорил, что 6 лет делал хорошие дела. Сейчас говорит, что будет сражаться. Если он такой чистый, то пусть он дает показания. Он говорит, что все его продали, но это же те люди, которые были рядом. Мы тогда говорили, что Фарид Ниязов и Икрам Ильмиянов творят коррупционные дела, но он не слышал. Тогда он говорил, что будет заботиться о тех, кто участвовал в революции, но в итоге по 3-4 квартиры получил Мискинбаев и Джамгырчиев. И сейчас он хочет привести общество к дестабилизации. Если бы он думал о народе, он не создавал бы такой ситуации. Атамбаевқа мен лично өзім кезін айтқам. Алмар Шашенович, мен ТЭЦте иштеп атам, ТЭЦте коррупция болуп атат десем, көзүн жумган ошондо. Я в свое время говорил Атамбаеву, что работаю сам в ТЭЦ и что там коррупция. Он тогда закрыл глаза и сказал, что Сапар Исаков его правая рука и он за все отвечает. Сейчас же Атамбаев говорит, что Сапар невиновен. Тогда пусть сам отвечает, почему он защищает коррупционеров. Они все вместе создали коррупционные схемы. 2005 жылғы, 2010 жылғы революция болды. Не деген енелер балдарынан ажырады. Людям нужен мир, дестабилизация не нужна. В такой ситуации страдает только простой народ. Мы это знаем на примере 2 революций. Сколько сирот и вдов осталось. Мы участвовали в 2 революциях. Мы получили ранения, до сих пор есть инвалиды. Но надежды этих революций простого народа не оправдались. Для того, чтобы экономика росла, нам нужна стабильность. Перед законом равны все. Это любимая цитата Алмазбека Атамбаева. По мнению горожан, если экс-президент не виновен ни в чем, то должен оправдаться. А если нет, то нести ответственность. А снова и снова собирать группу людей для своей защиты и создавать дестабилизацию не нужно.
А көрсө Атамбаевдин максаты бу акчада экен да, башка да. Сегодня я мимо проходил и услышал мое мнение. Алмазбек Атамбаев постоянно говорит, что кто бы не виноват, пусть отвечает перед законом, то пусть он тоже ответит, совершал ли он преступления, в которых он обвиняется. Зачем нужно вот так вот собирать людей и устраивать нестабильность? Людям нужен мир и стабильность. Если кто-то виновен, то он должен ответить перед законом. Основная цель в проведении свободного микрофона была поддержка политических заключенных, которые являются приближенными Алмазбека Атамбаева. Но, видимо, критика в адрес экс-президента, которую озвучивали как общественные деятели, так и обычные граждане, пришлась не по нраву каналу «Апрель». В час дня уже директор канала объявил о завершении акции и унес микрофон и трибуну. Всем спасибо. Давай, подожди. Наш башкасын эле айтып берели. Урматтуу журналисттер, мына көрүп атасыздар, чындык деген ар дайым ачуу болот экен.